Он писатель, который пишет о человеческих характерах. Он пытается разгадать природу человека. А что такое человек вообще? Это животное. Одно из биологических существ посреди других животных, живущих где? На Земле. А Земля где? Летает в космосе. Вот если Айтматов о чем-то делает, так он делает вот об этом существе, живущем на планете, в какой-то, может быть, территории, но одновременно с этим чувствуется присутствие других вот измерений, космоса. Это в этом его эпичность такая. Он как бы такой киргизский Гомер. Киргизы и казахи очень близкие. У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык. Так что вопрос известности в нашей стране Чингиса Айтматова не стоит, потому что он истинный писатель как киргизского, так и казахского народа. Он описал жизнь, которой мы жили в детстве, послевоенное время. К окончанию войны мне было где-то 4, 5, 6 лет. То есть каждого его героя можно было примерять к себе. Если, допустим, описывается времена репрессии, да, это тоже пережито нашими родителями. Поэтому всегда приходилось сельская жизнь, я, например, сельский парень, то, что происходит на колхозных полях, как запрягают лошадей, что делают в уборке там хлебов, это все исключительно близко. Именно вот этим, конечно, он берет, что говорит об обыденных вещах, близок, реалист, и в то же время поднимает своих героев, хоть они простые люди, до философской высоты. Моего отца Гейдара Алиева связывает с Чингизом Айтматовым очень прочные узы дружбы и взаимного уважения. И это естественно, потому что независимо от формы деятельности, личность есть личность, и она проявляет себя в различных качествах. В политике, в искусстве, в литературе, в музыке и так далее. Чингиз Айтматов – это очень открытый человек. Опять же, человек, который своим талантом служит сближению народов. Есть масса примеров в истории, когда талант не всегда идет рука об руку с гражданской позицией. В данном случае в лице Чингиза Айтматова мы именно видим сочетание этих качеств. У него в Азербайджане очень теплые отношения. Как к своему, мы его считаем своим земляком с полным правом, потому что во все времена он всегда поднимал голос правды, справедливости и всегда поддерживал Азербайджан в трудных для нас моментах истории. Я где-то в классе 9 начитался его книг, и после этого сказал учителю литературы, что я собираюсь поступать на факультет журналистики Московского университета. На литератора я, конечно, точно не тянул, но, по крайней мере, в малых формах мне хотелось бы также вот самовыражаться, писать о том, что происходит вокруг меня. Будучи киргизским писателем, высшей пробой киргизским интеллигентом, он при этом является на 100% русским писателем. И, конечно, я ему хочу пожелать, чтобы по-прежнему мы считали его русским творцом, киргизом по крови, но русским по духу, русским сердцем.